с братьями собирались выехать в Афганистан. Хотели бороться с американскими войсками. Все были уверены, что в Афганистане и Пакистане нас будут встречать как братьев. Верили, что там находятся только истинные мусульмане и муджахеды. Они искренне выбрали путь джихада. Доказательства об этом каждый день смотрели в интернете. Раньше не было повода, чтобы усомниться. Афгано-пакистанская зона. Вазиристан. Географически это северо-западная часть Пакистана на границе с Афганистаном. Когда с этих земель уходили державы, они заронили зерна приграничных конфликтов. А как известно, именно они самые долгие, кровопролитные и разменные в большой геополитической игре. До сих пор так называемый Вазиристан – зона, неконтролируемая официальными властями. Зона постоянного пересечения интересов различных группировок и элит. С учетом того, что там, конечно, беспорядок, так скажем, да, там есть возможность устанавливать свои правила каким-то группам. Было бы ничего, если бы это просто люди как-то жили, какая-то общность изолированная. И вот они бы там устанавливали свои правила, жили бы по своим порядкам. Однако всемирная сеть растрезвонила, что там якобы шариат, якобы там чуть ли не рай на земле. Иллюзия рая или мнимая гарантия путевки в рай – это та самая приманка для сотен верующих мусульман. Люди со всего мира едут туда в надежде обрести покой, получить прощение за грехи, совершить джихад. Найти там то, что сделает их счастливыми. Но на деле это обман. В первую очередь, я считаю, это пешки в большой геополитической игре, которых используют в темную. И, как правило, они сами не понимают, в чьих руках орудием становятся. Несколько лет назад стартовала четко спланированная кампания, в том числе и в Казахстане. Расчет на то, что молодые верующие сталкиваются с дефицитом информации, как толковать те или иные понятия ислама. На помощь приходит интернет. Всемирная сеть – идеальный способ быстро внедриться в головы сотен молодых парней и девчонок. Читать молодежь не слишком любит, поэтому предлагаются видеоролики. Мы надеемся, что Аллах нам даст эту победу. Аллах помогает нам, муджахидам, и мы стараемся делать на его пути все возможное, что то, что Аллах приказал нам. У них у всех провайдер находится либо в Турции, либо в Прибалтике. Это те, кто обслуживает. А владельцы там какой-нибудь штат Иллинойс, например. Ролики явно снимали и монтировали на дешевой аппаратуре, но с грамотным режиссером-постановщиком. Как правило, на картинке изображены счастливые лица, сплоченные джамааты, мужественные, сильные парни. Это визуальная демонстрация, которая безошибочно стреляет в слабых и неуверенных. И люди едут. Это как бы путь коммерции. Конкретный путь коммерции, где на каждом переправе сидят конкретные люди, которые за свою деятельность берут нормальную сумму денег. И есть разные данные, но по одним данным это переход одного человека, опять же, в Вазиристан, это стоит где-то $6 000. А когда человек туда уже попадает, он хочет обратно вернуться, поняв, что там нету никакого джихада и так далее, то уже обратный переход уже стоит $12 000. Люди едут. Едут и казахстанцы. Едут с женами и даже с маленькими детьми. На что они надеются? В тот момент они, конечно, не понимают, что попали в западню, выбраться из которой практически невозможно. Новички думают, что все муджахеды братья. Я сам выехал туда вместе с семьей, женой и ребенком. Хотел сделать хиджарт и погибнуть на джихаде, увидеть райские сады. Вера моя была крепка, решение непоколебимо. Вера. Ислам. Религию используют, чтобы заманить в криминальные экстремистские группы как можно больше людей. По принципу секты. Казахстанцы – легкая добыча. Ведь это одна из стран постсоветского пространства, где 70 лет господствовало безбожие, атеизм. У
нас не было ни одного высшего духовного учебного заведения. Даже у нас среднего духовного учебного заведения во время Советского Союза не было. И наши муллы, имамы, которые возглавляли мечети в Казахстане, они были вынуждены ехать для того, чтобы получить знания в Узбекистан, где были расположены несколько исламских университетов. Советской властью были запрещены священные книги. Не было Корана, а если и был, то на арабском языке в отсутствии коранического толкования. Простые мусульмане сведущие во многих вопросах. Мало кто объяснит то или иное толкование. Зато ловко и умело толкуют суры те, кому выгодно незнание и сомнение. Сейчас, когда приходит молодой человек, задает себе вопрос, если он не получает ответ, он мгновенно выходит через Skype или в компьютеры, через компьютер в Twitter или в Facebook или в какой-либо другой сегмент и задает подобный вопрос студенту, который проживает в Аль-Асхаре в Египте или в Саудовской Аравии, а тот уже мгновенно задает этот же вопрос тамошнему местному шейху. И вот получается, что шейх такой-то, величина, масштабная личность, большая борода, умные глаза, сказал так-то, применительно в Казахстане, в России или в Таджикистане. Вербовка. Методы просты, проверены и действенны. Лучший способ заманить в западню – интернет. Затем реальный наставник, внедрение в доверие, и человек становится ведомым. Мы сюда с братьями приехали, в Казахстан приехали. Я не знаю, просто мы видели через сайт интернет, сказали, что если мусульмане, если вы верите в Бога, в Аллаха, то должны прийти сюда, короче, воевать, чтобы якобы. Война же между верными и неверными война, это джихад. Много нашел неверных здесь? Нет, не нашел. Уже не секрет, что через сайт можно легко воздействовать на человеческое сознание. Существует масса психологических техник. Достаточно зайти на нужный, в кавычках, сайт, задержаться там на пару дней и стать клиентом. Я вот разговаривал с одной девушкой, которая себя сделала такой образ, романтический образ, ей было только 17 лет. Она обязательно должна выйти замуж за воина джихада, с ним поехать на войну. В этой войне муж обязательно должен умереть. Она гордая вдова, растит сына. Когда сыну исполняется 2 года, она идет мстить за мужа. Тоже становится шахидкой. Вот этот образ, который она только впитала через экстремистские сайты. Я когда просматривал ее компьютер, то столкнулся с такими фактами, как, например, образ, например, если было фото в ее компьютере девушки в черном одеянии, с автоматом в руке и с другой стороны букет розы. Все начинается с подмены понятий, с простой мысли. Тот, кто не читает намаз, является неверующим, то есть кафиром. Для многих неосведомленных доводы так называемых такфиристов могут показаться убедительными. Такфир – это обвинение в неверии. Достаточно вырвать какой-нибудь аят из суры Корана, и толкование приобретает совсем иной смысл. Тарик ус-Суля считается тот, кто, живя в шариатском государстве, был привлечен к шариатскому суду за оставление намаза, за которое по ханбалитскому мазхабу, опять же, полагается смертная казнь. И он был поставлен в известность о своем, так сказать, грехе и его последствиях, но даже под страхом смертной казни отказался вернуться к намазу. Ситуация в реальной жизни практически невозможная, наверное. Так вот, такой человек называется Тарик ус-Суля. Очевидно, что к казахстанцам это не имеет никакого отношения. Как правило, мишенями становятся люди, молодые люди, у которых есть проблемы – социальные, семейные, материальные. Они приходят к вере, потому что в сложный момент жизни это, наверное, единственный шанс быть понятым. Читают Коран, пытаются понять суть религии. И вдруг несправедливости и нереальности желаний находится объяснение. Оказывается, все свои проблемы можно решить так просто – оставить все и умереть. Чтобы завербовать человека, на это понадобится от 2 месяцев до полугода. Чем человек религиозно безграмотен, тем быстрее его обработать. Нужно понять психологию джихадиста. Это очень важно.
Дело в том, что когда они становятся, когда их направляют на этот путь, так скажем, да, и они становятся на него, у них появляется устойчивое нежелание жить. Здесь имеется два момента. Значит, во-первых, некоторые из них не выдерживают испытаний. Ну, психологически слабые люди. Вот, значит, испытания в каком плане? Вот мирское, да, это нужно каждый день работать. Рано утром вставать, поздно вечером ложиться, для того, чтобы себя прокормить, одеть, обуть, семью содержать. И не все люди способны делать это постоянно, ну никак, не то, что способны, а кого-то это тяготит. И вдруг им говорят, да можно легко покончить жизнью и оказаться в раю и быть во вечном блаженстве. Вот. Некоторые именно подкупаются обещанием вот вечного блаженства. Психологическая манипуляция, которая была разработана профессионалами, направлена на то, чтобы человек как можно раньше и быстрее себя взорвал. По сути, манипуляция – это чистой воды мошенничество. Путем вхождения в доверие так называемые идеологи внушают некоторые неверные толкования, и человек перестает принадлежать самому себе. Он теряет силу воли, не думает о будущем и, что страшно, не думает даже о самых близких, родных, даже о детях. Те, кто себя не взрывает в течение, допустим, полугода, года, двух, да, тот обречен на страдания. Причем, вы поймите, интересная вещь такая, значит, у них нечто духовное такое умирает, и они становятся, ну, как уже полумертвыми, да, а полумертвый и живой это зомби. Неверная трактовка правил шариата доходит порой до абсурда. И вот он, молодой человек, вроде бы соблюдает каноны, читает намаз, и вдруг совершает что-то такое, что вроде бы нормально в мире обычных людей, и в то же время нестыковка с религиозными убеждениями. И наступает момент, когда нужно это как-то объяснить. Удивительно, что сегодня в западных регионах Казахстана встречаются, так скажем, в кавычках, мусульмане, которые являются гомосексуалистами. И при этом они других еще считают не мусульманами. Других мусульман считают кафирами. Да? То есть где вообще здравый смысл, где понимание там, и так далее. Они делают прелюбодеяние. Да? Это смертный грех. В Коране сказано, не приближайтесь к прелюбодеянию. То есть не то, что прелюбодеяние делать, не приближаться даже к этому. Так вот, им свойственно совершение множества преступлений, аморальных поступков, которые они где-то в глубине своей психики, там, своего сознания, они понимают, что они совершили большие грехи, и, в принципе, они должны нести наказание, и они еще понесут наказание потустороннем, да, вот, измерении, скажем так. Поэтому они хотят приблизить к себе такой священный суицид, священное такое самоубийство, в их понимании. Убежать подальше от реальности. Вот, пожалуй, единственный выход для них. Бежать туда, где вроде бы ждут с распростертыми. В Вазиристан. Ведь там обещают райские сады. По приезду я увидел совсем другую картину. Жамагаты переманивают друг у друга людей, не стесняясь в глаза обливать друг друга грязью. Идет борьба за власть, за влияние. Выигрывает тот, кто подтянул к себе больше людей, денег. Это политика, и кто хочет в ней участвовать, тому прямая дорога в Пакистан. Главная сила – это арабы, узбеки, турки. Они давно воюют в Пакистане и Афганистане. У них хорошие финансы и позиции среди местных жителей. По логике, они должны помогать братьям из других стран. Они это делают, помогают и казахам. Но в этой помощи столько высокомерия. Особенно отличаются узбеки, которые относятся к казахам с пренебрежением. В политике всегда есть идеология. В большой геополитике понадобилось мощное оружие разрушения в виде идеологии, которым легко управлять и которое легко зажечь. Идеальной в данном случае стала идеология джихада. Спеши творить добро. Вот что такое джихад. Джихад – это личное усилие. Борьба с неверием, с жадностью, с желанием мирских утех – это самодисциплина. Но понятие это ловко интерпретируется, подменяется и порой даже дискредитируется.
Слово «джихад» встречается в Коране около 35 раз, и лишь 1/10 часть из этих аятов в Коране, она подразумевает непосредственно силовое воздействие. А в остальных случаях под джихадом понимается именно приложение усилий. Под применение силы в Коране используются другие термины, как мукаталя, харб, маарака и так далее, которые переводятся непосредственно как ведение боевых действий либо ведение войны. Слово «джихад» все чаще используется теми, кто призывает спонсировать терроризм, содержать своих единомышленников, выехавших в афгано-пакистанскую зону, и поддерживать криминальные группы. Но всего этого не было видно и слышно, пока не начали взрываться в самом Казахстане. Доподлинно неизвестно, кто дал фетву уничтожать правоохранительные органы, но известно, что этот человек объявил: для того, чтобы совершить джихад, речь идет о вооруженном джихаде, совсем не обязательно выезжать в Афганистан, Чечню, Дагестан. Можно это делать и в Казахстане. Это, по сути, был прямой вызов. Давай, руки хочу видеть! Открой дверь! Эту дверь держи! Держи дверь! Ползи ко мне! Еще, блин! Еще! Давай, руки покажи! Контролируй, Алибек! Вытягивай! Выползай! Так, кто там мешает? Вытягивай его! Туда вытягивай! Туда вытягивай! Вытягивай! Вытягивай туда! Конец 2010 года, начало 2011 года выходит некая фетва никому доселе неизвестного некого шейха Абу Мунзира Шинкити, который был неизвестен в исламских кругах, который дает фетву. Наверное, здесь была две зацепки специальные. Первое, Аш-Шинкити, есть известный мусульманский ученый Аш-Шинкити, чтобы с его именем увязать. И второе, Абу Мунзир Аш-Шинкити, он в своем основе ничего не дает. Это отец Мунзира, который Шинкити. Например, конкретное имя человека здесь не стоит. Неизвестно. И до сих пор неизвестно. О чем это говорит? О том, что они скрытая организация, закрытая организация, которая тихо-тихо постепенно проповедует свою идеологию. Молодые ребята бросают семьи, работу, вступают в сомнительные бандитские группировки или даже создают ОПГ и готовят первые акты. Алматы, Астана, Актобе, Атырау. Самоподрывы, взрывы в правоохранительных структурах, жертвы. Собираются на квартирах, читают намаз и здесь же готовят бомбы. Наверное, любой здравомыслящий понимает, что ни одна религия никогда не оправдает убийство и насилие. Согласно шариату, верующие мусульмане не могут вести войну друг против друга в принципе. За всем этим экстремизмом стоят специальные службы. А раз это так, значит, это в интересах каких-то внешних игроков, каких-то зарубежных держав. Раз это так, надо показать и разъяснить. На примере, скажем, Сирии, Египта, Ливии, Афганистана, Чечни, Дагестана, значит, каких-то вот привлечений уйгурских экстремистов, да? Значит, на всех этих примерах можно вполне уверенно доказать, что весь этот экстремизм сеется тогда, когда кто-то хочет продвинуть свои интересы. Обман стал нормой поведения среди муджахедов. Истинная ситуация в Пакистане известна нашим братьям, которые выехали на джихад. Они знают, что там политика, борьба за власть и влияние. Прекрасно понимают, что каждая группа преследует свои цели. Все продается и покупается. Они знают о притеснениях и унижениях казахов, потому что испытали это на себе. Но ведь никто из них не признался и не попытался даже рассказать об этом братьям в Казахстане. Жумабаев, Искалиев, Куншугаров, Хабидулла, Чилманов прекрасно знали, осознали, что Пакистан не место для хиджрата и нет там джихада. Но боялись публично в этом признаться. Они не рассказали об этом братьям в Атырау. Они скрыли правду, а большинство из братьев искренне верили в идею о выезде.
Вернуться оттуда практически невозможно. Невозможно не потому, что не отпустят, за большие деньги отпустят, если не станешь смертником. Потому что стыдно возвращаться. Стыдно признаться перед братьями, что ошибся, что сломался. Люди слишком поздно начинают понимать, что такое настоящий джихад. Вышли на открытое пространство, кафиры нас увидели, начали стрелять. Бежим, пошли. Сюда. Лежать сюда. Джихад – это прерогатива государства. Для того, чтобы его объявить, недостаточно одного умозаключения человека. Так как все подданные государства, они обязаны подчиняться своему правителю, соответственно, джихад объявляется правителем этого государства. Уезжают туда и казахские девушки. Известен случай, когда прямо на переправе пару разлучили. Мужа отправили на войну, а жену посадили в отдельный автобус и повезли в неизвестном направлении. Женщина оказалась беременной. Рожать пришлось прямо в дороге. Бедную девушку выбросили по пути, на остановке ее подобрала пуштунка, помогла родить. Перерезала пуповину и отправила, куда глаза глядят. Тот малыш прожил всего несколько месяцев. Там не хватает женщин. И когда идет переправа, например, семейных людей, мужчину оставляют, женщину переправляют и так далее. Да, конечно, такие факты есть. Когда женщины переступают границу, они автоматически перестают принадлежать своим мужьям. Их мужьями становятся местные амиры. Причем они могут меняться каждые 3 часа. Так гласит псевдорелигия. И даже под черными хиджабами сложно скрыть страдания. А если женщин не хватает, то их заменяют подростки. Это сектанты, это экстремисты, радикалы, боевики, бандиты. И эти вещи надо называть своими именами. Группа казахов решила вернуться в Казахстан. В их число вошли Байткен и Хуаныш. Узбеки не отпускали, начались угрозы. Заместитель амира Сулейман намекал, что люди часто пропадают. Испугавшись, некоторые отказались от своих планов. Однако часть группы продолжала настаивать. Узбеки понимали, что в случае удачной переправки из Пакистана хотя бы одного казаха, этот поток остановить не удастся. Все казахи выйдут из узбекского джамаата и покинут Пакистан. Тогда узбеки пошли на предательство. Внезапно они согласились организовать переправку в Иран, но отобрали только 2 – Байткена и Хуаныша. Якобы они меньше всего бросаются в глаза. Пообещали, что в случае удачной поездки продолжат переправку остальных казахов из Пакистана. Потом стало известно, что на выезде из города Байткена и Хуаныша задержали пакистанские военные. Все поняли, что пакистанцы знали о передвижении. После этого случая переправка казахов прекратилась. Люди, одураченные идеями псевдоджихада, потерявшие способность критически мыслить, отказавшиеся от нормальной жизни в мирной стране, оказались в западне. В нечеловеческих, антисанитарных условиях с оружием в руках. Казахстанцы уезжают в опасные зоны. Это тенденция последних 3-4 лет. Но я не знаю, чтобы кто-то из наших стариков, аксакалов, из уважаемых людей, которые глубоко, традиционно понимали, изучали ислам, становился террористами. Мы не знаем из истории ислама, кроме как ассасинов, секты, одной из шиитских закрытых сект, которая в своей деятельности использовала наркотики. Людей специально готовили, их пичкали наркотиками, их готовили, и потом они осуществляли государственные перевороты и теракты. Убивали мирных граждан или убивали ненужных чиновников или богословов. От их рук в средние века, в 13 веке, пострадало большое количество персон. А за все остальной период ислама мы не слышали о террористах в исламе. Почему не выезжали раньше? Почему сейчас? Кто за этим стоит? Кто дал команду и наводку на Казахстан?
Как правило, такие вопросы они не задают, когда собирают чемоданы и покупают билет в один конец. Необходимо иметь такую большую ответственность и понимание, что все-таки это идет оттуда, и надо фильтровать многое, что идет из-за рубежа. Уже не раз звучали заявления, что Усама бен Ладен – проект ЦРУ, который использовался для и во время противостояния Советского Союза в Афганистане. Нужно было мобилизовать весь исламский мир против супердержавы СССР. Хаос, насилие, жертвы, наркотики, деньги. Под вывеской «Мы к вам пришли с демократией» до сих пор льется кровь в перманентных терактах в Афганистане и Пакистане. Я не исключаю эту возможность, я не исключаю даже возможность, что это происки наших врагов, которые, может, в чем-то и завидуют нам, хотят доминировать в регионе и у нас в стране в частности, хотят указывать нам, как нам поступать, и угрожают в случае неповиновения им подобными акциями, которые вызывают такой большой общественный резонанс. Ливия, Египет, Тунис, Сирия. Несложно предположить, что точечное проникновение радикализма в такую мирную страну, как Казахстан, это тоже проект. Молодые парни, напичканные идеями джихадизма, пешки в большой геополитической игре. Только они встают на сторону провокаторов, а не на защиту Родины. К концу 2014 года американская армия выйдет из Афганистана. Экстремисты могут активизироваться. И в каком положении окажутся группировки, которые все еще есть в Западном Казахстане и Алматы? Если натовские ополчения оттуда выйдут, то, конечно, можно прогнозировать, что волна экстремистов, именно международных экстремистских группировок, таких как Союз джихада, Союз исламского джихада, иные, они пойдут, например, вот, скажем, по дуге такой, вот это Синьцзянь-Уйгурский автономный район Китая, будут к ним иметь какие-то притязания в рамках идеи освобождения Восточного Туркестана. Пойдут в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, возможно, и на Кавказ, Чечня, Дагестан, Азербайджан. И как бы Казахстан окажется в таком котле. Группировки, которые сегодня преимущественно находятся в западном регионе Казахстана, в городе Алматы, есть такие, они окажутся своего рода пятой колонной. Да, и они могут поддержать изнутри вот тот хаос, который будет сеяться экстремистами после вывода войск НАТО из Афганистана. Казахстан – сердце Центральной Азии. Занимает важное стратегическое положение. Здесь есть нефть, газ. Здесь есть стабильность, которую, кстати, попытались нарушить через Киргизию. Но успели вовремя погасить хаос. Случись, что в Казахстане события отзовутся и на соседей, в том числе и на таких крупных, как Россия и Китай. А на мой взгляд, это связано по той причине, что в странах ислама, в мусульманских странах нашли огромное количество залежей нефти, газа и других природных богатств. Поэтому страны западного мира уже не первое столетие проводят свою колониальную политику на просторах и Ближнего Востока, и Северной Африки, и в районах Индокитая. Говорить о джихаде не имеет смысла, если даже среди казахов нет единства и взаимопонимания. Одни казахи называют узбеками своих братьев, которые двигаются вместе с узбеками. В свою очередь, казахи в узбекской группе называют предателями своих соотечественников, которые откололись. При этом все происходит на уровне слухов. Распускаются сплетни, говорят за спиной. Доходило до драк между казахами, когда актюбинские назвали атраусских мунафиками. Откуда пошел терроризм в Казахстане? Есть и другой ответ – от молвы. Казахстанской молодежи предложили новинку – подорвитесь на поезде «Шахида» или уезжайте в Вазиристан и там подорвитесь на мине. И молодежь на это покупается. Покупается, не желая искать другой выход из западни. Отчуждение и религиозное невежество – вот ключи к молодым верующим. Ни наличие бороды, ни ее отсутствие, строго говоря, не говорит о степени опасности, исходящей от конкретного человека. Тем более, что такая практика маскировки уже давно опробирована радикальными группировками, которые совершают, допустим, террористические акты в западных странах.
И это уже давно практикующийся, так сказать, метод, когда внедренный агент ведет сознательный так называемый светский образ жизни, он одевается по-светски, он пьет алкоголь, дружит с европейскими женщинами, но в определенный день Че он получает сигнал о выходе на операцию, обвязывается поясом шахида и идет и взрывается. В Казахстане пока мало последователей экстремизма, но это не значит, что их не надо бояться. Даже один человек может держать в напряжении всю страну. Чем человек религиозно безграмотен, тем его быстро обработать. А чем больше человек грамотен, то он изначально просто опровергает эту идеологию. Потому что и в самом начале она есть противоречие с истинным положением ислама. По некоторым оценкам, последователи салафизма в Казахстане исчисляются десятками тысяч. Большая часть из них так называемые мадхалиты. Они отвергают все новшества, но преследуют принцип повиновения правителю. В этом смысле мадхалиты не вызывают серьезных опасений властей, хотя и являются некой деструкцией. Это можно считать неким позитивом. Но во всем остальном все гораздо сложнее, потому что именно эта группа наиболее догматична, наиболее, как бы им свойственна негибкость, как и такфиристам, и они, кроме того, очень часто выступают против каких-то народных традиций, казахских традиций, которые, возможно, напрямую не схожи с шариатскими установлениями. Другое течение — такфиристы. Их меньше. Но многие из них потенциальные клиенты на выезд в афгано-пакистанскую зону. Их главный принцип — деление на черных и белых, на своих и чужих, на халяль и харам. За кого и против кого они хотят воевать и погибать? И почему религия стала политизированной? Наверное, этот вопрос должен задать каждый, кто встал на этот путь. Они не учитывают такой момент, что, например, в Коране конкретно сказано, да, о те, которые уверовали, неужели вы думаете, что вы не будете испытаны? Вы обязательно будете испытаны. То есть и испытание оно в мирском, оно идет вот именно и повседневностью, вот такой вот, да, серыми буднями. Испытание включает в себя и потерю какого-то имущества, и потерю близких людей, и что-то связано со здоровьем, и так далее, и так далее. Поэтому в этом-то и суть испытания, что тот, кто выдержит его до определенного срока, да, то есть до конца своей жизни, именно в нормальных условиях, естественным образом, тому и обещается рай. Однако они хотят себе рай искусственно приблизить. Все братья боятся признаться, что ошиблись, когда приняли решение выехать в Пакистан для участия в джихаде. Обратной дороги нет. С одной стороны, многие братья не желают воевать в Пакистане и Афганистане в таких жестоких и несправедливых условиях, когда вокруг политика, национализм, лицемерие, раскол внутри джамаата. С другой, понимают, что на родине их ждет тюрьма. Но если бы была возможность вернуться, они бы воспользовались бы шансом, чтобы начать нормальную жизнь.